Let's go. И Уралец. Звучно гимн Российской Федерации и гимн Республики Башкортостан. Здравствуйте, дорогие друзья! Башкирская хоккейная лига рада приветствовать вас всех в прямом эфире. Понаблюдаем за матчем плей-офф между Уральцем и командой Транснефть Урал. Транснефть Урал 10 марта официально стала чемпионом регулярного чемпионата. 15 игр сыграла эта команда. 13 побед, 97 заброшенных шайб. Именовала она предыдущую стадию, а вот Уралец в плей-ин играл против команды Беск и обыграл их в двухматчевом поединке. Первая встреча была
такая упорная, да, между Беском и уральцем. Там со счетом 8-7 все завершилось в пользу уральца. Ну, а во втором поединке уралец очень уверенно Беск разгромил. Нет, прошу прощения, по буллитам со счетом 5-4 обыграла уралец команды Беск. Ну, в общем, вот так все закончилось. И вот они вот в стадии плей-офф играют между собой. Транснефть Урал и уралец. Кто фаворит в этой встрече? Ну, если... смотреть на регулярный чемпионат, да, более ровно. Команда Транснефть более уверенно прошла регулярку. Ну, поживем и видим, как будут складываться события в этом противостоянии. Помню, до 2 побед играют команды. Максимальное количество игр между ними это 3. В белой форме играет, ну, в белых свитерах уралец, в зеленых свитерах Транснефть Урал. Ну и давайте с ставами будем потихоньку знакомиться. В меньшинстве играет Транснефть Урал. А Лебедев присел на скамейку запасных, в бокс для оштрафованных за задержку соперника клюшкой. Итак, бригада вратарей у уральца Алмаз Хасанов и Рустем Ахунов. У Хасанова 1 номер, у Ахунова 11. И, я так понимаю, Ахунов сейчас в воротах играют у уральца. Далее по номерам: Евгений Ахмадулин 2, 4 Артур Ганеев, Александр Меркулов, у него 8 номер на спине, Камиль Загитов 15, Хабир Кельмухаметов 17, Астафьев Евгений 19, 22 у Тимура Рыскулова, Антон Матрёнин, капитан команды, у него 29 номер на спине, Максим Журавов 42, Хуснудинов Артур 44, Черников Игорь 77, 73 Олег Кузнецов, Файзулин Ильяс 87, Артур Салимов 98, Степан Полянский 99 и Игорь Калачев, у него 90 номер на спине. Бригада вратарей Транснефти представлена Ильдаром Султановым, у него 22 номер, и Евгением Брындиным. Ну, я так понимаю, Брындин сейчас в воротах у Транснефти играет. Далее по номерам: Антон Пономарев 5, Шатунов Альберт 7, Вячеслав Шлыков 9, Михаил Тряскин 10 номер, Фахридинов Арат 11 в атаке Транснефть Урал. В полном составе Транснефть Урал играет. Не смогли большинство реализовать хоккеисты уральцев. Фахридинов Айрат 11, Благинин Алексей 12, Мюристай Александр, у него 16 номер на спине, Сергей Лебедев 17, вот он в боксе для оштрафованных секундами ранее находился за задержку соперника клюшкой. 9 это Роман Прохоров, Кожев Михаил 20, Тимур Тагиров 21, Иван Терехин 25, Александр Елизарьев 29, Ирназаров Ильгиз 47, Герасимов Эдуард 48, Дюрягин Данила 55, Семен Захаров 57, 71 Станислав Коркин, Тимур Нуркаев 87 и 89 Ильшат Галиулин. Главный тренер этой команды Сергей Сергеевич Емелин. Режиссером на этой трансляции работает Анатолий Зотов, оператором
оператор Татьяна Зотова, ну и ваш комментатор Руслан Ронич. Транснефть пытается убежать в атаку, но там не смог зацепиться Эдуард Герасимов за шайбу. Ближе к ней был защитник уральца, и уже они пытаются закрепиться в зоне Транснефть Урал. Поднята рука арбитра, будет удаление. И второй раз за удалением мы понаблюдаем. Загитов Камиль сейчас будет отбывать двухминутную дисквалификацию. Вбрасывание в зоне уральца. Ух ты, как опасно-то играет, да? Кипер Транснефти Евгений Брынзин едва не обокрали его хоккеисты уральца и не забросили шайбу. Ну, в атаке находится уралец, несмотря на то, что в меньшинстве команда играет, и по логике вещей именно в их зоне должна была проходить игра. Очередная толкотня, там на пятачке игра остановлена. Вбрасывание будет в зоне команды Транснефть. Подъехал нападающий, бросил, и вновь шайба в ловушке Евгения Брындина. Вновь вбрасывание будет в зоне Транснефть. Гоняев Артур был на вбрасывании уральца и выиграл это вбрасывание. И не сказать, да, что в меньшинстве сейчас играл уралец. Игра проходила в зоне Транснефти, и так вот легко дисквалификацию отбыла команда уралец, практически не обороняясь. Но сейчас возможность была там у Эдуарда Герасимова зацепиться за шайбу и уходить в атаку. А тут вновь Ганеев за ворота закатывается, и его там Сергей Лебедев встречал за этими самыми воротами, и все, шайбу у Шатунова Альберта. Транснефть не смог свою атаку организовать, хотя вроде бы спокойно пересекали они синюю линию, находились в средней зоне, но шайба улетела за пределы льда, и вновь вбрасывание будет в зоне Транснефть. За воротами шайба. Там Матрёнин борется, и счет матча открыт. Больше атаковала команда в белых свитерах, и добилась она своего, забила гол. Находясь в позиционной атаке. Один-ноль. Неплохо.
Хуснудинов Артур поборолся. Отправил туда шайбу за ворота, закрепились в зоне Транснефти хоккеисты уральца, но в большинстве Тимур Искулов шайбу забросил. С передачи Антона Матрёнина вновь атакует уралец. Из-под защитника сейчас бросал Хуснудинов Артур. Брындин справился. Отбросились хоккеисты команды Транснефть. Но отбросились и так и не закрепились, да, ни в средней зоне, ни в зоне соперника. Вновь наседает уралец с давлением. Еще один момент. Голкипер подтаскивает командой Транснефть этот бросок, эту шайбу и под синюю линию. Передача была на Сергея Лебедева, но в зону уральца так и не заехали хоккеисты. Очередное у нас сбрасывание. Сбрасывание в средней зоне было, и его выиграла команда уралец. Но вот сейчас пытается убежать в атаку. Или Зарев это был. Счет по-прежнему. Напоминаю для тех, кто не знает, что по 18 минут грязного времени играют. А вот момент. Вратарь Браво. Убегал там нападающий Транснефти. И бросание. В зоне уральцев. Транснефть бросание выиграл, и вновь работает голкипер. Из-под защитника пытался сейчас бросить Ерназаров Ильгиз. Вновь в работе голкипер. Вот так основательно закрепились в зоне уральцев. Сейчас хоккеисты Транснефти. Передача под синюю линию, и там наброс на пятачок. Вновь голкипер справился. Очередное выбрасывание сейчас будет в зоне уральцев. Выкатываются в среднюю зону хоккеисты Транснефти Ерназаров Ильгиз. Сейчас контроль обеспечен. Ну, кажется, начинают, да, в себя приходить после оглушительного начала. Хоккеисты Транснефти все больше выкатываются, больше бросают по воротам. И игра выровнялась. Ну, по владению шайбой, по крайней мере. На первых минутах вообще казалось, что уралец просто раздавливает своих соперников, и в меньшинстве больше проводили они время
находясь в атаке. Еще момент. В игру вступает голкипер Транснефти. Выбросит шайбу в среднюю зону не получилось. В принципе, там Сергей Лебедев готов был передачу получать, но не точно. За спину пошла шайба, и быструю атаку так сходу Транснефть организовать не смог. Ну, вот, может быть, сейчас пытается закрепиться Назаров в зоне. Прокатывается Благинин Алексей, и момент. Ну и голкипер в деле у уральцев. Вбрасывание будет в зоне уральца. Но тут уже, я же говорил о том, что время грязное. Могут и не успеть это самое вбрасывание совершить. Вот он, бросок издали, и еще момент. Но в ближнем углу. Хороший вратарь, да, у уральцев. Последние минуты работа у него, ой, как прибавилось. Последняя минута первого периода. Последняя минута первого периода пошла, и вновь игра остановлена. В атаку идет уральц, там неплохо. Куснудинов Артур по правому бортику прорывался, и одна из последних атак завершается тем, что Фахридинов Айрат, кейс Транснефти, наносил бросок. Небольшой перерыв и продолжим. Разобрались мы с составом. Разик Грифулин защищает ворота уральца. Странно, что в заявочном листе его не оказалось, да? Ну да ладно. Под 73-м номером заявлен вообще Олег Кузнецов. Но я так понимаю, что
Радик Гарифуллин защищает, ну и в небольшом перерыве смогли мы этот момент уточнить у болельщиков уральца. Рядышком они со мной располагаются. Ну и давайте прорезюмируем первый период. Начался он Атул 1-1. Счет становится. Позже расскажу, как он начался. Вышли на рандеву с Гарифуллиным нападающие и шайбу забросили. Хоккеисты команды «Транснефть». Но им удобнее в атаку уходить, да, потому что скамейка-то запасных располагается ближе к Радику Гарифуллину, нежели голкиперу своей команды. Ну вот, с обороной будет сложнее. Ну, пока все нормально. Ух ты, какой выход. И тут же 2-1 становится. Кожев шайбу забросил, и недолго ничейный результат был у нас на табло. Очередная контратака. Хуснутдинов Артур вышел на оперативный простор, освободился из-под опеки защитника и бросил. Да так бросил, что забросил шайбу в итоге. По флангу пытается убежать там Дюрягин для нее. Хуснутдинов. Шайба не вышла из зоны. И Радик Гарифуллин. Артур Салимов стал автором заброшенной шайбы. Ну а мне почему-то показалось, что это Хуснутдинов был, Артур. Прошу прощения. Артур Салимов, 98 номер, с передачи Антона Матрёнина смог атаку завершить взятием ворот. Вновь атакует уралец. И вновь неразбериха. Там Кучмава, да, была на пятачке. Затяжная позиционная атака уральца сейчас. Калачев за ворота. И пошел. Ахмадуллин Евгений за шайбой. Ой, какая ошибка, потеря, и едва не воспользовался Альберт Шатунов. Такой небольшой оплошностью защитника. За воротами Транснефти борьба идет. Справили зеленые. Но в меньшинстве они атакуют. Нужно подождать, когда же партнеры подъедут. Радик Гарифуллин блестяще отработал в эпизоде. Атаковал Файзуллин. Его встретили хорошо. Вновь Гарифуллин хорошо играет. Сам давай! А скорости не хватило. Файзуллин. Бросок из-под защитника. Не стал Гарифуллин сразу фиксировать шайбу в ловушке. Отразил ее. Но на добивании никого не оказалось. Брынзин. Он в игру вступает. Еще раз Брынзин.
Не спеша вкатывается Транснефть в зону Уральца. Ну а там качеством и количеством встретили. Удаление. Можно и покатиться на скамейку Радику Гарифуллину. В большинстве будет уралец. В бокс для штрафованных отправляется Тимур Тагиров. Именно он правил нарушал, и шанс у уральца сейчас большинство реализовать. Сейчас намекали болельщики уральца арбитром. Намекали болельщики уральца, что неплохо было бы еще раз удалить. Ну а тут фол. У Ганеева составы уравняли. Ганеева. Артура отправили в бокс для штрафов. Ближайшие, ну, 1,5 минуты точно будут играть в формате 4-4, ну а потом удаленный игрок Транснефти появится на льду. Брендин наблюдает за тем, как его партнеры начинают строить контратаку. Это Ерназаров. За толчок соперника в спину. Малый штраф у Ганеева. Нормально. 2-1 пока. Ах, хорошая передача проходит под синюю линию. Но там трое. Встречали трое уральцев. Ну и сейчас выйдет Тагиров. Уже готов. Вот момент. И это гол. Нет. Да, шайба в воротах. 3-1. Персональные болельщики у голкипера Транснефти, да? Евгения Брынтина. Ну, реализовали же они большинство. Стало быть, не я про уральцев, стало быть, Тимур Тагирову надо выходить из бокса для штрафованных. Ну да. Не сразу он это сделал. Игра началась, и вот он... Тагиров. В равных составах команды. Еще один накат. С передачи Евгения Ахмадуллина, второй, и Антон Украина, номер 29, Шайбу забрасывает, автор Салимов. Вновь Салимов забрасывает, и вновь ему ассистируют Ахмадуллин и Матрёнин. Евгений Ахмадуллин, Антон Матрёнин. Закрепились в зоне хоккеиста Транснефти. Там работает Радик Гарифуллин, и вбрасывание будет в зоне уральца. Рядом со мной располагаются болельщики уральцев. Именно они мне подсказали, что Радик Гарифуллин место в воротах занимает. А чуть подальше, правее,
Очень громко себя ведут болельщики Транснефти. Там и персонально поддерживают Брындина, ну и, конечно же, всю команду Транснефть. 3-1. Клюшку потерял хоккеист Транснефти, но этим не воспользовались парни в белых свитерах. Вот момент. Бросал из-под защитника Александр Мирюстай и Арази Гарифуллин в ловушку шайбу поймал. Еще бросок. Нагружают Гарифуллин, да, этими дальними бросками хоккеисты Транснефти. И вот она, контратака. Неплохо. Разворачивался Файзуллин Илья. И уже набрасывают на ворота Евгений Брындин. Хоккеисты уральцы. Но там, во-первых, защитники блокировали бросок, а во-вторых, через этот рикошет был в общении опасен. Транснефть закрепился в зоне, но шайба выходит в среднюю зону и уже атакует уралец. Ну и их тоже встретили. Загитов играет с партнером. Салимов. Он включается. Салимов, какой дриблинг у него, да? И шайба пошла. Ну, передача Салимова на пятачок. Там, казалось бы, чистили хоккеисты Транснефти этот самый пятачок, но продолжают атаковать уралец. Калачев. И поехал. Эдуард Герасимов вновь организовывает свою атаку. И там Шатунов Альберт его страхует. Калачев. Шайба пока, ну, хотел сказать, находится, да, в зоне уральца. Нет. Отбросились и пока смена происходит. Встречают нападающих. Это Тряскин Михаил. Он активно себя вел. За ворота Брындина шайба отправляется. Ну, там трое игроков Транснефти. А вот этот момент. И шайба в воротах. Четыре-1 сейчас становится. Ударно проводит второй период. Уралец и большинство реализовал эту команду. И в равных составах забрасывают. Вновь Салимов отключился. Главная звезда уральца, да, сегодня? Да и вообще всего матча. Там передачу ни на кого не записали. Ну, сам подхватил, сам забрал, сам бросил. И изменил счет в матч. За воротами прокатывается сейчас Эрназаров. Уралец шайбу выбросил. Брындин. Ну, не стал. И ехать подождал, пока Мирюстай Александр вернется и начнет организовывать. Мирюстай. Его там вдвоем встречали. Оставили Кожева Михаила. Одного. И это гол. 4-2.
второго периода. Одну шайбу, то еще одну отыгрывает Транснефть. Напомню, что возможно трехматчевое противостояние между ними. Рыскулов вкатывался в зону. С передачей Александр Берестай. И Михаил Кожо. Шайба забросена. Роман Прохоров. 19 номер Роман Прохоров с передачей Берестая Кожо. Забросил. Бросок по воротам. Брындин была из-под защитника. Счет 4-2. Такой счет перед началом третьего периода, и вот он, финальный период стартовал, но вот я не знаю, закончится ли игра на нем. Вполне возможно, что и за буллитами мы понаблюдаем. Хотя все может быть. Это хоккей, две шайбы отыгрываются легко. Это я про Транснефть, но и пропускаются тоже легко. Продолжаю говорить про Транснефть и про ход событий. Ударно провели команды. Второй период, второй отрезок, который из трех состоит. Гарифуллин, Радик, Евгений Брындин по-прежнему. Эти вратари играют. Ух ты! Повезло сейчас уральцу. Ну и Радику Гарифуллину. Наседают. Чистая Транснефть. Неплохо боролся Ганеев Артур, да? Сейчас и помог своим выбросить шайбу из зоны. Разгоняется Эрназаров, но вот встречали не на прямых ногах, да? Готовы были к дриблингу Эрназарова. За воротами прокатывается Александр Берестай. Ну и к этому готовы хисты уральцев. Брындин встретил взглядом Эрназарова и сейчас ему смотрит в спину. А может быть, не ему. Игра остановлена.
Шайбу переносит в среднюю зону. Там будет вбрасывание. Тряскин. Неплохо. Ну, то ли оставлял, только получилось, что Тряскина шайба отскочила к Лебедеву. Но прогнали кисты уральца атаку Транснефти из своей зоны и через среднюю. Вновь заносили шайбу в зону, которую руководит Радик Гарифуллин. Вновь вбрасывание, но в среднюю зону. А это было опасно. Нуркаев на левый бортик откатывается. Шайба у Тряскина Михаила. Тряскин. Не дают, да, хоккеисты уральцы выехать из своей зоны Транснефти. Более того, шайбу забирают. Довольно-таки долго кружат, но шайба выброшена за территорию льда. Вбрасывание в зоне Брындина. В атаку пытается Лебедев убежать. Лебедев и Гарифуллин. Шайбу-то не зафиксировал в ловушку, да? Но отразил. Занял место грамотно в воротах Гарифуллин. Вторая волна атаки. Это уже Ерназаров накатывался. А Лебедев слева. Уралец пытался организовать атаку. Хуснудинов Артур. Он не зацепился. Но вот Хуснудинов. Не страшно. Хуснудинов. Это Лебедев. Перевод на Мерестаев. Вновь за воротами Транснефти шайба оказывается. Хорошая передача под синюю линию. Из-под защитника все же дали бросить нападающему Транснефти, но толком ничего не организовали хоккеисты в зеленых свитерах. Вот момент. Там Салимов Артур. Чудеса техники нам показывает Салимов. Сюда вираж, сюда вираж. Пойди попробуй шайбу отбери, да? 4-2. Мерестай. Мухтачев шайбу пытался выкатить, но до адресата шайба не дошла. Понимаете, да? Там смена нужна. Смену нужно провести. Третий период. 9,5 минут еще играть.
Уралец. Но сейчас последние 2-3 минуты шайбу больше контролирует Транснефть. Ну, Уралец грамотно в обороне встречает, и еще бросок по воротам Гарифуллина наносился. Позиционная атака продолжается. Это Нуркаев Тимур. Он не смог в зоне уральца шайбу сохранить, и приходится откатываться назад сейчас Транснефть. Вот какой-то безголевой пока у нас третий период. Ну, мало ли. Тут все возможно. Не удивлюсь, если Емелин Сергей Сергеевич, главный тренер команды Транснефти, снимет по итогам вратаря за минуты до окончания третьего периода. Хотя не знаю. Все к этому пока идет, да. Пятую шайбу смогли коллективно организовать хоккеисты уральцы. 5-2 плюс 3 в пользу уральца. Хотя многие думали, что фаворитом в этой паре выступает именно Транснефть. Ну, исходя, опять же, из того, что регулярку-то они взяли. Ну, местами, да, на отрезке дробится у нас Арыскулов Тимур забросил и тут же ответил Транснефть. Пять-3. Ну вот, помните, я говорил, какой-то безголевой у нас третий период, и тут же и Арыскулов забросил. Там ему ассистировал Салимов и Матрёнин. Ну, Матрёнин, по-моему, во всех шайбах, да, поучаствовал уже. Тимур Тагиров ответил своим разящим броском. 5-3. 5 минут еще играть в третьем периоде. Ну, интриги в плане снятия вратаря, да, и замены его на шестого полевого было больше. Этой самой интриги, когда вела Уралец с разницей в 3 шайбы. Сейчас может многое измениться, понимаете, в хоккее за минуты игры переворачиваются. Не всегда, конечно же, в большинстве случаев нет, но тем не менее. Эрназаров не справился. Сейчас с тем, чтобы сохранить шайбу, отбросились уральцы и уже в атаку. Пытается Лебедев Сергей убежать. Вот втроем там встретили по периметру защита. Вот сейчас только по периметру своей зоны. Раз положилось, Кушнудинов не стал забирать шайбу у партнеров Кушнудинов.
Ганеев Артур. Выбросил шайбу за ворота, да, Брындин, и сам пошел на скамейку меняться. Его смена закончилась. В этом отрезке 5-3 счет. 3 минуты играть. Вот момент. Ну, на всех подряд выкатывался сейчас нападающий уральцы. Гарифулин вступает в игру. Оставил Калачеву шайбу Игорю. Шайбу в средней зоне. 6-3. Счет становится. Выкатились, да, дождались своей контратаки хоккеисты уральца. И забросили. Ну вот сейчас вполне возможно, что и покатится на скамейку. Салимов. До этого, когда они пятую организовывали, Салимов тоже участвовал в атаке, но он был в качестве ассистента задействован. Ну а сейчас сам. Забросил 6-3. Уралец впереди. По левому флангу убегает Мерестай. Оставил партнеру. И вот она контратака. Выход 1-1. Гол. 7-3. Я думаю, что это взятие ворот. Ну, Салимов забивает. Это взятие ворот. Ну, конкретно вот это. 7-е. Отвечает нам на все вопросы. Кто ж победит-то? 7-3. Разница в 4 шайбы в пользу уральцев. Последние 2 минуты. Ну что там, Емельян Сергей соглашается, да? С поражением. Ну, понятное дело, что в глубине души-то нет, конечно, не соглашается. А куда деваться? 1,5 минуты играть, разница 4 шайбы. Ну, действительно, дробится у нас игра на отрезке. Местами очень неплохо смотрится Транснефть. Но вот эти разящие контратаки, да, уральцы, говорят нам много. В первую очередь они говорят нам о счете. За воротами Кельмухаметов Хабир. Нет, не будут снимать вратаря. Брындина. Все. Встреча завершена. Завершается встреча. Встреча более чем уверенной победой уральца. Сейчас становится 7-3. Для вас игру прокомментировал Руслан Ронич. Всего вам хорошего. Увидимся и услышимся на хоккее. Держи счет. Пока.